Программа новости в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Республики Казахстан, уважаемым Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили нынешнюю обстановку в Республике Казахстан. Уважаемый президент Казахстана проинформировал лидера нации о стабилизации ситуации в стране и принимаемых мерах по выводу с сегодняшнего дня контингента Объединенных миротворческих сил ОДКБ из республики. Поблагодарив Таджикистан за поддержку и содействие, уважаемый Касым-Жомарт Токаев отметил, что находящиеся в Казахстане в составе ограниченного контингента миротворческих сил ОДКБ военнослужащие Республики Таджикистан 14 января текущего года возвращаются в Таджикистан. В ходе беседы стороны также обсудили отдельные аспекты двухсторонних таджикско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и перспективы их развития. За период независимости в стране созданы более 2000 мегаватт дополнительных энергетических мощностей. В результате в 2011 году в новейшей истории Таджикистана была создана единая энергетическая система и обеспечена устойчивая деятельность сферы. О развитии энергетики расскажет Карим Хайдар. С целью достижения энергетической независимости и эффективного использования электроэнергии в период независимости были построены и модернизированы 287 крупных и малых гидроэлектростанций, 1,5 тысяч километров высоковольтных линий электропередачи, 50 высоковольтных подстанций, и в целом была обновлена 75% энергетической инфраструктуры страны. Сегодня в нашей республике 98% электроэнергии производится за счет возобновляемых источников энергии, то есть с использованием водных ресурсов. И Таджикистан по проценту производства зеленой энергии находится в числе 6 передовых стран планеты. Наряду с этим Таджикистан по малому объему газовых выбросов также занимает одно из ведущих мест. Поэтому производство и использование зеленой энергии является одним из приоритетов конкурентоспособности экономики нашей страны. В этом направлении в настоящее время в Таджикистане реализуются крупные проекты по сооружению гидроэлектростанций, и в течение 7 будущих лет за счет строительства Рагунской ГЭС, реконструкции других гидроэлектростанций Нурек, Сарбан и Кайракум энергетическая мощность страны дополнительно увеличится на 4000 мегаватт. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что также необходимо широкое использование других возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной и ветряной. И в этом направлении начато обоснование 3 проектов общей мощностью 260 мегаватт, которые будут реализованы в течение 5 будущих лет. Также с целью адаптации национальной экономики к глобальному изменению климата, охраны окружающей среды и улучшения экологического состояния страны, президент Республики Таджикистан предложил полностью освободить от налоговых и таможенных выплат импорт электрических транспортных средств, то есть электромобилей, электробусов, троллейбусов и им подобных. В связи с этим глава государства отметил, что правительству страны необходимо принять меры для поэтапного создания инфраструктуры и других необходимых условий для использования таких транспортных средств на территории республики. С осуществлением крупных проектов по строительству и реконструкции энергетических объектов в своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразив уверенность, что в течение 7 будущих лет энергетические мощности страны будут доведены до 10 тысяч мегаватт, достигнем одной из стратегических целей государства, то есть полной энергетической независимости. С учетом глобального изменения климата и необходимости развития зеленой энергетики, правительству страны необходимо до конца 2022 года принять стратегию развития зеленой экономики в Республике Таджикистан и обеспечить ее реализацию, подчеркнул президент страны в своем послании Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Карим Хайдар, Рану Азизи, новости. Согласно генеральному плану города Душанбе, в столице развернуто масштабное строительство различных объектов. Сотни торгово-сервисных, образовательных и социально-культурных зданий уже сданы в эксплуатацию. Продолжается возведение сотни жилых домов и других объектов с использованием национальных элементов.
За последние несколько лет в свете поручений и указаний президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе активизировало работу по созиданию и благоустройству столицы, что позволило в кратчайшие сроки превратить Душанбе в процветающий мегаполис. В эти дни на высоком качественном уровне продолжается строительство объектов различного назначения. Так, на улице Айни возведены высотные здания с торговыми и сервисными центрами, которые отличаются своими национальными элементами и орнаментами. Целью генерального плана города Душанбе, основные задачи которого включают два этапа. Первый этап до 2025 года и этап реализации до 2040 года, безусловно, является создание комфортных условий жизни для горожан и соответствие столицы к современным требованиям. Расширение проектируемой площади земель и строительство высотных административных и жилых зданий с современным мировым дизайном будет продолжаться до 2040 года. По словам специалистов, излучение, исходящее от мобильных телефонов, крайне негативно воздействует на кровяные клетки. Европейские ученые из нескольких стран выдвинули предложение о прямой взаимосвязи использования сотовых телефонов с ростом развития злокачественных опухолей головного мозга. Причем у детей риск развития подобных заболеваний очень высок. О вреде мобильных телефонов расскажет Шахло Бердиева. Говоря о повышении уровня жизни населения страны в период независимости, президент Республики Таджикистан в своем послании парламенту страны подчеркнул, что в этом направлении также свидетельствуют следующие показатели. Если в 1991 году число абонентов телефонной связи составляло всего 277 тысяч человек, то в 2021 году число только абонентов мобильной телефонной связи достигло более 8 миллионов человек. В настоящее время число пользователей сети интернет в стране составляет более 4,2 миллионов человек. Вместе с тем глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил о культуре пользования и о вреде мобильных телефонов. Специалисты отмечают, чем короче разговор, тем безопаснее для здоровья. Ученые советуют ограничить продолжительность одного разговора 3 минутами. Дождитесь соединения, прежде чем подносить телефон к голове. Прием вызова абонента – это момент пика излучения. Старайтесь носить телефон как можно дальше от жизненно важных органов. При увеличении расстояния интенсивность излучения уменьшается. Рекомендуется носить телефон в сумке, портфеле, но не в кармане, так как даже в режиме ожидания он продолжает обмениваться данными с сетью. Пользуйтесь гарнитурами и системами «Свободные руки», чтобы держать сотовый телефон подальше от головы и тем самым уменьшить его воздействие. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время пересечения проезжей части и управления транспортным средством. Это опасно. Не разговаривайте по сотовому телефону в машине или в автобусе, так как электромагнитные волны, отражаясь от металлического кузова, усиливаются в несколько раз. Во время сна выключайте телефон и убирайте подальше от спального места, так как в это время наш организм не оказывает никакого сопротивления электромагнитным излучениям, и они спокойно проникают в организм спящего, вызывают головные боли и не дают полноценно отдохнуть. Основной вред мобильных телефонов проявляется в том, что они являются источником электромагнитного облучения и при этом часто находятся очень близко к телу человека. Даже когда мы не разговариваем и не прикладываем телефон к голове, то держим его в руках или где-то рядом с собой, чтобы всегда находиться на связи. Исходящее от телефонных устройств излучение способны привести к местному повышению температуры ткани. Некоторые ученые утверждают, что это может вызвать хромосомные аберрации на клеточном уровне. Сейчас считается доказанным, что облучение, исходящее от мобильных устройств, способно приводить к генным мутациям, формированию патологических новообразований и больных клеток. Также вред мобильных телефонов выражается в ухудшении памяти и внимательности. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.